Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Все наши экзамены туфтовые никому не нужны. О каких экзаменах речь и кого сегодня утром на совещании ругал президент Татарстана Уадель Каламиц. Семья – радость одна. Для нашей семьи нужно каждый месяц так собираться и купаться. Как семья Булюхиных провела с ТНВ столичные каникулы, увидел Рамиль Шайдуллин. Счетоводы без работы. Альтернатива, конечно, номер один – это быть сотрудником также головного офиса. Сколько людей оставил без работы, банковский кризис и куда их планируют трудоустроить? Детали у Альбины Минибаевой. Один для всех. Что-то очень страшно на самом деле. Строгость сдачи ЕГЭ и настрой выпускников узнала Лина Знатулина. Шквалистый ветер, резкое понижение температуры до -2 градусов и сильный дождь. В ближайшие часы Татарстан ждет ухудшения погоды. А в Москве уже ураган, повалены деревья, сорваны крыши и даже остановки. Есть и человеческие жертвы. МЧС республики предупреждает автолюбителям лучше отказаться от дальних поездок, родителям не оставлять детей без присмотра на улице и убедиться, что дома закрыты окна и форточки. 2 миллиарда вложили, а результата нет. Рустам Минниханов сегодня раскритиковал итоги российского чемпионата рабочих профессий WorldSkills. И задал резонный вопрос, чего ждать от мирового первенства в 2019-м, если даже на российском уровне Татарстан не блещет. Разбор полетов у Адели Каламиц. Садись, ты плохо работаешь пока. Значит, Роману передай, что вообще я от вас ждал самого большого результата. С трибуны на место. Президент отправляет в зал первого замминистра информатизации и связи республики. Неожиданно. Недовольство связано с итогом российского чемпионата рабочих профессий WorldSkills. 1 первое, 2 вторых и 1 медаль за профессионализм. Что-то вы, выглядите не очень. Какой смысл тратить деньги, заниматься этим, если у вас никакого результата нет? Более 2 миллиардов рублей вложено в ресурсные центры за 4 года. Их в Татарстане 20, к концу года будет уже 25. В 2019-м Казань примет мировой чемпионат рабочих профессий. Но как, спрашивает президент, если даже на российском уровне при такой материально-технической базе Татарстан не может дать фору остальным? Мы тратим огромные деньги, а получается, значит, деньги на ветер. Если у кого-то есть понимание, что эти ресурсные центры для тех людей, которые там работают, чтобы они зарплату получали, совершенно не так. Повысить престиж рабочих специальностей – одна из главных задач. В пример, ресурсный центр в Нижнекамске. На место конкурс 5 человек. Выпускники на расхват, а за качество знаний здесь не переживают. И так должно быть везде. В этом году знания оценят во время демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Его будут сдавать почти 200 татарстанцев. Например, если сварщиков у нас готовят, например, 13 образовательных организаций. Мы их собрали, где у нас самая хорошая материально-техническая база по сварке. В погоне за кадрами предприятия республики зачастую забывают, что этих специалистов еще нужно подготовить. Целый ряд предприятий. Казанский авиационный, завод «Серго», электротехнический, Татэнерго отказались поставлять оборудование для профучилищ. Ведь мало одних экзаменов. Значит, все наши экзамены туфтовые никому не нужны. Вот ваши специалисты должны принимать и аттестовать уровень, значит, и в процессе обучения они должны активно участвовать в этом процессе. Экзамен длиной в 3 дня. Принимать будут эксперты WorldSkills, те должны сдать до 24 июня. А Татарстан в ближайшие 3 года должен стать примером для всех. Это задача президента. Адель Каламиц, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. 10 лет для детей. Владимир Путин подписал указ об объявлении в России десятилетия детства. По постановлению президента десятилетие начнется с 2018 года. Известно, что каждые 3 года будут определяться мероприятия и их финансирование. Основной план на первую трехлетку Владимир Путин поручил правительству России утвердить за 3 месяца. А они свой план на десятилетку уже выполнили и перевыполнили и стали участниками нашего проекта «Выходной с ТНВ». В столичный уикенд выехала семья Булюхиных из Молвина Зеленодольского района. Собраться вместе для них уже за счастье, а полноценный отдых в многодетной семье мечте подобен. Как за день они поднялись на высоту птичьего полета и погрузились в бурные потоки. Рамиль Шайдуллин.
В объективе ТНВ большая семья Булюхиных. Они живут в самом центре этого живописного пейзажа, но раз в год отправляются в большое городское путешествие. И сегодня настал тот день, Булюхины едут в столицу. Но едут они не одни. ТНВ дарит им целый день незабываемых приключений и увлекательных экскурсий. Сегодня все, что душе угодно. По плану и катание, и купание. Остается только доехать до Казани. Последняя проверка. Все ли и все ли на своих местах. Маску забыли, маску. Так начинается семейное путешествие под прицелом камер, первые в жизни. Еще никогда об улыбке они не пели перед многотысячной телеаудиторией. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной. Вот так Волга плавно перетекла в Казанку. Мы на набережной прямо по курсу. Чаша семейного центра Казан. Символично именно он олицетворяет крепкие семейные отношения. Здание чаши было построено в 2013 году. Знакомство с Казанью с исторических фактов. Сколько столице лет, а башня Сюембике, она падает или нет? Какая она казанка и почему именно сегодня у Булюхиных весь город словно на ладони? Ответы всему свету. Когда ты подумал, что Казань сверху настолько очень красивый. А с высоты, где летают птицы, прямо в водную стихию. По плану путешествия 2 часа брызг, тоннелей и бассейнов, ведь большой семье большое плавание. Поехали! Из гущи событий водовороты и аттракционы. 2 часа в аквапарке на радость взрослым и самым маленьким. Но младшенькой Азе нет и 2 лет. Для нее столько воды пока стресс. Спокойно, когда папа берет в руки, и рядом братья и сестры. Вот дети нам любят отдыхать, развлекаться, особенно в аквапарке купаться. Хорошо. Круто и классно. Лучший способ набраться сил после купаний – вкусная трапеза. У Булюхиных полдник. Ну, дети, приятного аппетита. Спасибо. После активного отдыха время подвести первые итоги. Как пирога спички ждали. Дети аквапарки вот хотели быть. Хочу спасибо сказать канал ТНВ за то, что нас пригласили на этот проект. ТНВ и мобильный оператор Теле2 поздравляет вас с участием в проекте «В объективе ТНВ. Большая семья». И чтобы вы всегда были на связи со своими близкими, родными, дарит вам вот этот функциональный смартфон с предоплаченным пакетом услуг. С эмоциями от увиденного, с приятной усталостью от пройденного и с руками полными подаренного Булюхины готовятся к дороге домой. Далеко за полдень завершается выходной с ТНВ. Ура! Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Первый пошел в республике и по всей стране стартовал единый госэкзамен. Сегодня больше 1000 татарстанских выпускников сдали первое ЕГЭ по географии и информатике. Помогают ли годы подготовки не волноваться? Сложность сдачи экзамена ощутила на себе Лина Знатулина. Строгий контроль прямо с порога. Сотовые телефоны, оказалось, нельзя проносить внутрь не только детям, но и журналистам. А нет ли при нас запасного девайса, покажет специальная металлорамка. Сдача ЕГЭ в этом году началась с географии и информатики. Больше 1000 ребят, выбравших эти предметы, знакомятся со всей строгостью экзамена раньше других. Один из них Марат Зарипов. От волнения не спасает даже 2 года подготовки. Я надеюсь, что я сдам хорошо на 100 баллов. Но я очень волнуюсь, может, я ошибусь. И что-то очень страшное, на самом деле, еще меня снимают. Снимают и весь экзамен. Уже камеры видеонаблюдения. Их в каждой аудитории по 2. Все парты, стол наблюдателя и выход из кабинета под прицелом. Нам необходимо, чтобы в конкурентной такой борьбе выпускник мог написать свой экзамен и получить хороший результат. К сожалению, несколько лет назад были утечки. Именно с этим связаны вот такие меры безопасности. Сначала проверьте целостность вашего конверта. Эти конверты с 7 утра хранились в сейфах под видеонаблюдением. И только с началом экзамена в 10 часов ребятам по сигналу разрешают их открыть. У них 4 часа на решение. Результаты будут известны примерно через 2 недели. В этом году единый госэкзамен пройдут 15 000 татарстанских школьников. Уже в среду всех их ждет обязательный ЕГЭ по математике. Лена Знатульна, Данил Филатов, ТНВ Казань.
Работать в тесной связке, к такому выводу сегодня пришли депутаты Госдумы и лидеры молодежных общественных организаций республики. Сегодня они встретились в Госсовете, говорили, как можно улучшить работу ключевых отраслей экономики и что для этого можно сделать будущее поколение. Отдельно прошлись по работе молодых специалистов на селе. Тут нужно больше льгот от государства. Депутаты же в законотворчестве на эту тему обещали чаще прислушиваться к мнению молодежи. У вас есть потребность, мы ее увидим. Мы на нее отреагировали. Если у нас есть какие-то вопросы друг к другу, у нас есть режим диалога. Это очень важно. Хотим внести свои предложения о видении развития и молодежной политики, в том числе развития промышленности с участием молодежи. Банковский кризис в республике может оставить без работы более 2000 человек. Таковы официальные прогнозы Центра занятости. Но паниковать не стоит, работа найдется всем. А вот заведующие детских садов уже давно бьют тревогу. На кухнях работают одни пенсионеры. Как предлагают утолить кадровый голод и распределить поток банкиров. Альбина Минибаева. По поводу материалки не обещаю. Кассиры, бухгалтеры, экономисты, белые воротнички татарстанских банков ищут работу. Прогнозы 2000 человек к концу года. Только в Московском районе с декабря о себе заявили больше 60 счетоводов. Если везде увольняют, куда мы можем их трудоустроить? Предложить пока нечего, от банков никаких вакансий не поступает. Больше всего соискатели от Татфонбанка, но действующие банки пока не заметили шквала резюме. По мнению экспертов, уволенные сотрудники воспользовались гарантиями. Ребята получили выплаты, и поэтому мы ожидаем их увидеть к концу летнего периода. Речь тут идет, скорее всего, больше к августу, к сентябрю. Кассир, операционист, он также может стать и кассиром, и в торговом центре. Поэтому, я говорю, открытие новых торговых центров, они все полностью поглощают. Сложнее всего придется аналитикам, которые и получали в банках весомую заработную плату. Пока экономисты говорят, нам не меньше 30 тысяч рублей в месяц, повара в детских садах просят хотя бы 10-8 часов работы здесь, на кухне, возле горячей плиты, с тяжелым оборудованием. Такие условия их работы. К 6 мы приходим, начинаем готовить детям завтрак. Практически во всех детских садах сейчас трудятся старожилы кухни. Елена Терентьева поваром работает 28 лет. Заменить ее некем. И найти, конечно, замену очень трудно, потому что зарплата низкая, а работа трудоемкая. О проблеме сегодня говорили в исполкоме. Утолить кадровый голод можно лишь пересмотрев зарплату повара. В планах включения в бюджет. В преддверии принятия следующего бюджета, вот один из этих основных вопросов у нас, который нужно обсудить и с правительством. В Казани больше 4500 безработных. Предложение опережать спрос. На одного соискателя 3 вакансии. А вот людей с инвалидностью планируют завлечь в туриндустрию, чтобы сувенирная продукция Казани была местного производства, а не импортная. Альбина Минибаева, Андерсен Тайцев, ТНВ, Казань. Создать достойные условия работы и повысить зарплату – такие задачи ставят и профсоюзы республики. Что для этого нужно сделать и как помочь молодежи адаптироваться на рынке труда? Эти вопросы стали главными на выездном заседании Президиума Федерации профсоюзов. Площадкой выбрали Метроэлектротранс. Ответы услышал Ниаз Рахман. Электродепо, производственные корпуса, станки для изготовления стекла. И все это на одной площадке. Здесь представители профсоюзов оценивают и условия труда, и социальные привилегии. В Метроэлектротранс работают более 3000 человек. Треть из них – это молодежь. За штурвал учебного поезда сегодня села и председатель профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова. То есть надо именно любой? Да. У предприятия есть 5 общежитий. В современных реалиях вопрос жилья для многих становится главным при выборе места работы, поэтому молодежь сюда тянется. Безусловно, сейчас прослеживается тенденция даже, что по ипотеке не каждая молодая семья может ее оплачивать. Считаем, что именно арендное жилье нужно для молодежи, так как оно будет более приемлемо для молодых семей. Если еще пару лет назад каждый третий не мог найти себе работу, то за последнее время статистика изменилась в лучшую сторону. Однако по-прежнему актуален вопрос низких зарплат. Для молодежи средняя заработная плата не доходит. И поэтому вот те
мероприятия, гарантии социальные, льготы, которые прописываются в коллективных договорах, соглашениях, конечно, являются большим подспорьем благосостояния наших молодых. Главное, как говорят представители профсоюзов, это работать и помогать молодежи. Чтобы мы нашли взаимное понимание, были услышаны на предмет того, что да, и закон о молодежи, и вообще молодежные программы, особенно программы по обеспечению жилья, это все то, что сегодня архиважно для молодых. Будущее в руках молодых, а каким оно будет и что им готов предоставить работодатель, это уже забота руководителей. Профсоюзы готовы защищать новые поколения. Ниаз Рахман, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В ЦК КПРФ произошла рокировка татарстанских коммунистов. Так, из состава Центрального комитета выбыли Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев. Вместо них в ЦК представлять нашу республику будет руководитель Елабужского отделения Мансур Гарифуллин. Миргалимов теперь займет место в Центральной контрольно-ревизионной комиссии, а Прокофьев стал кандидатом в ЦК. Это решилось на прошедшем в Москве 27-м съезде партии. Сегодня руководство татарстанского отделения для общения оказалось недоступно. Как нам пообещали в офисе КПРФ, на эту тему в ближайшее время пройдет специальная пресс-конференция. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Нет другого пути. Нам оставили 1,32 м, проход такой, а проезда нету. Как садоводы с помощью закона пытаются найти законом положенную дорогу, выясняла Александра Севастьянова. Арифметика контракта. За подготовку платят деньги. Как военная служба может стать выгодной, узнал Дмитрий Айринин. В Татарстане создан фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов. В документе отмечается, что фонд создается в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, а также лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В Татарстане наметилась стабилизация экономической ситуации. Об этом президент республики рассказал во время выездного заседания Комитета Госдумы Федерального собрания. Татарстан – один из ведущих промышленно развитых регионов страны. Сегодня она занимает 5-е место в стране по объему отгруженной продукции и 3-е по объему инвестиций в основной капитал. В приоритете на ближайшие годы развитие сельского хозяйства, автомобилестроения и нефтегазохимии. Из новых больших проектов Рустам Минниханов анонсировал открытие аммония и строительство нового комплекса на Нижнекамск-нефтехиме. Сам Татарстан – это территория опережающего развития. Тут у нас есть все сектора российской экономики. Это и сырьевые ресурсы, углеводороды. Это и промышленность, которую нам оставили с советских времен. Задача депутатов Государственной Думы – как можно ближе быть к территориям, не стесняться, учиться перенимать передовой опыт регионов и переносить его на федеральный уровень. Мы промышленный регион, и, конечно же, все эти направления, они для нас очень важны. Без законодательной поддержки решать какие-то стратегические задачи невозможно. Сады есть, дороги нет. С одной стороны подпирают коттеджи, с другой – газовые трубы. Вот уже несколько лет подряд для 400 садоводов товарищества «Нокса Авиа» дачный сезон не в радость. Ежедневно им приходится нарушать закон. Почему, выясняла Александра Севастьянова. Была бы дорога пошире, черт побери, зажали нас с обоих сторон. Нам не проехать, не пройти никак нельзя. Пройти-то при большом желании можно, а вот проехать законно действительно никак. Путь до дачи председатель «Нокса Авиа» Фания Тимиргалиева начала отстаивать с 2009 года, сразу как заступила в должность. В итоге 7 судов и 0 результата. Я ведь пишу кругом: помогите нас дорогой. Они не помогают. Мне не нужны вот эти емкости, они у меня есть. Площадка для мусора не нужна, она у меня есть. Мне дорога нужна для садоводов. На небольшой период дорогу отстоять все же получилось, но счастье длилось недолго. По словам садоводов, путь арестовали газовые службы. 2 года назад газовики нам поставили шлагбаум. Здесь проходят трубы. Ездить по трубам не просто незаконно, но и небезопасно, поэтому решили бороться вместе. Садоводы собрали подписи для обращения в Конституционный суд. Нам оставили 1,32 м, проход такой, а проезда нету.
Но ширина этого проезда ни скорой, ни пожарным не под силу. Дорога со стороны поселка Вознесение, частная территория. В прошлом году городские власти установили публичный сервитут. То есть собственник участком должен делиться с садоводами. Собственник с этим не согласился. Несогласие поддержали и в Верховном суде. Что делать дальше? С вопросом мы обратились в исполком. Иные варианты решения вопроса проезда к территории садового некоммерческого товарищества «Нокса Авиа», кроме установления публичного сервитута, отсутствуют. Сейчас Казанский исполком готовит кассационную жалобу, чтобы отстоять интересы садоводов. Александра Севастьянова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Обладатели высшего и среднего профессионального образования теперь могут сразу стать военнослужащими-контрактниками, то есть минуя срочную службу. Обо всех нюансах и прелестях сегодня рассказали в военкомате Татарстана. Что сулит такая профессиональная защита Родины, Дмитрий Аринин. Сейчас уже собираюсь уезжать. Вот уже билеты получил. По коридору военкомат выпускник аграрного колледжа Владислав Леньков идет уже как солдат-контрактник. Получив диплом, юноша сразу же оформил документы на контрактную службу. И теперь его ждет дорога на Дальний Восток. В военкомате предложили выбор. Либо идти год по срочной службе, либо 2 года по контракту. Я подумал и решил идти по контракту, так как выгоднее и зарплата сразу. В зависимости от звания и места службы, зарплата контрактника может достигать 100 тысяч рублей. Плюс к этому дается полный соцпакет. А при продлении службы на 2-й срок можно вступить в военную ипотеку. Я служу уже 2-й контракт. И что хочу сказать, военная служба — это прежде всего мужская работа. К тому же хорошо оплачиваемая. У нас недавно появилась собственная квартира, чем мы очень довольны. У меня, как у молодой мамы, нет проблем с очередью в детский сад. Сейчас стать контрактниками могут даже люди, не прошедшую срочную службу. Было бы здоровье, возраст до 40 лет и высшее или среднее образование. Дорога в армию открыта и девушкам, если не по специальности медики или связисты. На службу можно отправиться практически во все войска по всей стране. Понимаете, мы смотрим на гражданина, какая у него есть специальность, что он может, что мы можем ему предложить. То есть в зависимости от этого мы ищем должность гражданина. За физподготовку платят деньги. Если гражданин сдает на высший уровень подготовки по физподготовке, ему ежемесячно 70% оклада по должности надбавка идет. Вступить в ряды контрактников можно круглый год. Для этого достаточно обратиться в ближайший военкомат. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. У казанцев и челнинцев в эти выходные двоилось в глазах. В городах парад близнецов. Он и в объективе нашего канала в большой семье. Среди участников, как оказалось, есть семьи, где рождаются по несколько пар двойняшек. Двойную радость и счастье вдвойне увидела Лина Знатолина. Король, королева и маленькие принцы! В сказочной карете и с коронами на головах. Малышей Вазилы и Амира родители и правда нарядили как настоящих принцев. В детях не чают души, хоть поначалу и не ждали, что их будет сразу двое. Если честно, в шоке мы были. Хотя у нас есть в родне двойняшки. Ну, я почему-то даже не думала. Такое вот счастье нам. Похожие, как 2 капли воды. У простых прохожих двоится в глазах, а родители близнецов к двойному счастью уже привыкли. Кстати, похожие с виду дети бывают совсем разными. Она у нас художник. Я ему помогаю рисовать, а он не с математикой. А это дефиле уже с челнинского парада близнецов. Самым младшим участникам здесь едва исполнился годик, а старшим уже под 40. В любом возрасте близнецы чувствуют друг друга. Таня и Катя Долговы в магазинах западают на одни и те же туфли. Друг за друга заканчивают предложения, могут сходить на свидание и даже сдать экзамен. Мы кинули ручку, и Таня побежала за ней, а я в это время под стол. И я как бы на ее место пересела, Таня на мое. Она как-то не заметила и за меня сдала экзамен. Двойное счастье некоторым достается не раз. В большой семье Федоровых 6-летние девочки и 4-годовалые мальчишки. И каждому свой подход. Мы принципиально с рождения их одеваем по-разному и подчеркиваем это в их индивидуальности, чтобы они были немножко различались. Только здесь, в Челнах, за 2016 год родилась 91 пара близнецов, а по всему Татарстану около 500. Семьи собираются каждый год познакомиться, похвастать тематическими костюмами и колясками и, конечно, поделиться двойным счастьем со всем миром. Лина Анатольевна, Рамзель Гарипов, Ильшат Аюбов, Альберт Шпигулин, ТНВ, Казань, Набережные Челны. А я напоминаю, в объективе нашего телеканала «Большая семья». И если у вас есть чем поделиться, звоните нам по телефону 570 50 17. А далее выпуски «Прогноз погоды». Мы же увидимся в 21:30. У
Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590 03 03. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке. Каждую среду приходите с детьми в «Пятерочку» и получайте скидку 10%. Пятерочка выручает. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Нефть играет важнейшую роль в развитии нашей страны. Без горючего не поедут машины, комбайны не соберут урожай, корабли не выйдут в море, а самолеты не поднимутся в воздух. Для этого необходимы тысячи километров магистральных трубопроводов. Транспортировка нефти – важнейшая и очень ответственная задача. Она движется по трубам под огромным давлением. Утечка нефти может привести к настоящей трагедии, экологической катастрофе или жертвам среди людей. Чтобы этого не допустить, магистральные нефтепроводы постоянно проходят техническое обслуживание. Сотни специалистов круглосуточно обеспечивают безаварийность работы. Важно помнить, что вблизи трубы запрещены любые работы строительной техники. Нельзя жечь костры, рыть карьеры и строить дома. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Посмотри, разносит эхо квас, закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой, освежает и бодрит. Квас закамский — это хит. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Паркавто, дилерский центр европейского стандарта, приглашает вас за новыми автомобилями «Лада». В мае «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч рублей. «Лада X-Ray» с выгодой до 80 тысяч рублей. Паркавто. Телефон 235 35 35. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В начале выпуска интересная информация. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца мая при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По прогнозу Яндекс.Погоды, завтра в республике температуры станут выше, но не обойдется без осадков. На юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево дожди, местами сильные. Ночные температуры около 4 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут плюс 16. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность. Также ожидаются дожди. Ночью плюс 4, днем до 18 тепла. На севере Татарстана облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди. Ночью плюс 5, днем до 17 градусов тепла. Облачная погода и на северо-западе Татарстана. Местами пройдут дожди. Ночью плюс 5, днем до 15 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном теплее всего, но не обойдется без дождей. Ночью плюс 11, днем плюс 17. В центральных районах Татарстана синоптики обещают также осадки. Ночью плюс 5, днем плюс 17. В последующие дни температуры станут немного ниже, существенные осадки не ожидаются. Спонсор показа компания «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль» по Татарстану, предлагает сайдинг, фасадные панели, водостоки и дренажную систему ПВХ. И приглашает в новый магазин в Казани, на Журналистов 101, филиалы на Родина 8А, а также в Лаишево и Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома.
ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» — качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. О погоде в Казани. Ночью в Казани пройдут дожди и 8-10 градусов тепла. Днем также синоптики обещают дождь плюс 17-19. Ветер северо-западный порывистый до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. Альта Профиль. Безупречный стиль вашего дома.